В республике завершается акция «На дорогу без перегруза». Так, на неделе на основных федеральных и региональных трассах Якутии работал весовой контроль. Большегрузные тяжеловесные авто взвешивали прямо на обочинах и в ряде случаев штрафовали за превышение предельно допустимого тоннажа. Задача акции – обеспечить сохранность покрытия дорог. Наш корреспондент Саргалана Захарова о состоянии трасс в Якутии, о том, как обеспечить их сохранность и планах по строительству и ремонту дорог в республике. По региональной дороге у нас, по данным Минтранса республики, проходит за сутки около 1000 единиц большегрузной техники. За последние 30 лет их вес увеличился практически в 2 раза. Можно только представить, какой урон приносит машины этой трассе, которая была построена в 70-е годы с расчетом на максимальный вес всего в 20 тонн. Приведем пример. Если в 70-е и 80-е годы прошлого столетия по дорогам республики в основном ездили грузовые машины отечественного автопрома, чья масса достигала только 8 тонн, а загрузка не превышала собственного веса, то сейчас для отдельного класса большегрузов максимальная допустимая масса составляет 44 тонны. Именно по дорогам у нас в основном возят с Мансалка щебень, бетон и другие конструкции. Очень тяжеловесные. И транспорт последние 10 лет, можно сказать, по всей России, грузоподъемность очень большая. В рамках акции «На дорогу без перегруза» сразу на 3 трассах республики – Ленск, Нам и Умнас – в эти дни работают передвижные посты весового контроля. На специальном оборудовании работники высчитывают всю необходимую информацию по автотранспорту. Сюда же также записываем фамилию, имя, регистрационное удостоверение, номер водителя. То есть все данные, которые именно будут потом отражены в акте взвешивания. В этом акте взвешивания, в зависимости от типа грузовых транспортов, допускаются разные нагрузки по полной массе. Акция не теряет актуальности. Только за период весеннего весового ограничения на трассе Умнас дороге был принесен ущерб в размере около 5 миллионов рублей. Во время введенного ограничения было составлено порядка 40 актов. Из них 10 перевозчиков оплатили. И, соответственно, около 30 перевозчиков подали в арбитражный суд Республики Саха-Якутия. Еще одна дорога, но уже федерального значения, на которой действуют передвижные посты весового контроля – трасса Вилюй. Интенсивность прохода большегрузов на этой дороге доходит до 1500 машин в сутки. Их масса может достигать 60 тонн, что превышает допустимое значение почти в 2 раза. Дороги рассчитаны на нормативную нагрузку меньше, чем транспорт, который сейчас у нас ходит по дорогам. Да, действительно, вес, если превышает 40 и больше тонн, то осевая нагрузка у него, естественно, больше 15 тонн на ось. И, естественно, эти колеса, они режут дорогу как масло. Отметим, что в соответствии с федеральной программой с 2010 по 2015 годы на строительство и реконструкцию автодороги Вилюй выделили около 55 миллиардов рублей. Что касается других федеральных трасс, то по этой же программе на строительство трассы Колыма предусмотрели более 40 миллионов рублей. А на трассе Лена, которая связывает республику с другими регионами страны, более 35 миллионов рублей из федерального бюджета. Наряду с улучшающимися условиями на трассах федерального значения ремонты производятся и на региональных дорогах. Это дороги Амга, Кабяй, Умнас, Алдан и Абалах. В 2015 году на ремонтные работы из республиканского бюджета было выделено 400 миллионов, а на строительство около 1,5 миллиарда рублей, как из республиканских, так и федеральных источников. Однако, как отмечают в управлении дорог Якутии, этого финансирования недостаточно для того, чтобы привести дороги в удовлетворительное состояние. У нас дороги от нормативного состояния, от нормативного содержания финансировались 30%. То есть, в принципе, оцениваются неудовлетворительные дороги. Согласно статистике, в год из-за нарушений правил грузоперевозки, а в частности перегруза, всем дорогам России наносится ущерб на сумму более 2,5 триллионов рублей. Это в разы превышает сумму, выделяющиеся на ремонт и строительство дорог. Однако такие акции, как «На дорогу без перегруза», должны помочь в решении этой важной проблемы. Сейчас такие весовые контроли проходят только в рамках акции, но со следующего года планируют, что такие посты будут появляться на трассах Якутии уже в регулярном режиме. Саргалана Захарова, Василий Соловьев, НВК Саха, Якутск.